Лучше гор могут быть только горы. В том, что Владимир Высоцкий прав, сначала убедились участники многомесячной экспедиции, а затем и тысячи посетителей официального туристического сайта Абхазии. Его директор Тенгиз Тарба первым предложил пройти по самым известным горным маршрутам. Сказано – сделано. Оказалось, что пешими прогулками к озеру Мзы или, к примеру, Семиозерью горная Абхазия не заканчивается. Просто многими маршрутами туристы перестали пользоваться. Плато Алаштраху тоже забытое место. Очень красиво, кстати, одно из самых красивых. Достаточно сложный маршрут урочище Дзоу, где более суток нет воды, например. Но при этом очень красивый тоже маршрут. Вот по этим маршрутам уже давно не ходили. До недавнего времени об этих маршрутах знали только профессионалы, а теперь все без исключения. Стоит набрать интернет-адрес туристического сайта Абхазии, и вы получите подробную схему каждого из 12 горных маршрутов. И это не просто сухая информация. Здесь навигационная карта, при помощи которой потеряться в горах невозможно, потому что самые небольшие тропинки и холмики уже внесены в специальную электронную базу. Мы, когда завершали последнюю нашу экспедицию, выпал первый снег в горах, и он был буквально по пояс. Поэтому, соответственно, будем ждать, что в следующем году люди воспользуются нашими маршрутами. То, что желающих пройтись по следам участников экспедиции будет много, можно судить по реакции людей, пришедших на презентацию фотовыставки «Горная Абхазия». Кстати, так называется и весь проект. Посетителя очаровала красота горных пейзажей. Лучше все увидеть своими глазами, говорили они. В общем, главная цель выполнена. Горами уже грезят сотни человек. Мне кажется, что я оказался в горах. Я оказался в той прекрасной среде, где по-человечески мы можем общаться с вами. Я счастлив. 70% территории Абхазии занимают горы, но как редко каждый из нас там бывает. Куда чаще иностранные туристы, которые порой лучше знают эти маршруты. Проект «Горная Абхазия» призван изменить диспропорцию. И в этом слились две цели. Организаторов – заманить в горы как можно больше иностранцев. И титульного партнера – компания «Аквафон» – открыть Горную Абхазию именно для местных жителей. Состоялся замечательный проект, который, я думаю, что будет иметь продолжение в будущем. И будет еще много-много разных маршрутов. Горы стоят особняком в традиционной мифологии абхазов. Они всегда были объектом поклонения. И совсем не случайно, что именно в горах расположено 7 самых почитаемых святилищ. Вот почему число посетителей, собравшихся на презентации, организаторов не удивило. Горы для абхазцев – это и есть жизнь. Горы нас всегда берегли, горы нас защищали, горы делали местных жителей мужчинами, прекрасными воинами. Если какие-то проблемы возникли между людьми, мне кажется, что надо подняться в горы, посидеть по-человечески, встретиться, и мы найдем там ответы. На выставке представлено 35 фотографий. Их автор Тенгиз Тарба особо подчеркивает, что все это естественная красота горных пейзажей. Правда, без пресловутого фотошопа тоже не обошлось. Но компьютерной коррекции пришлось подвергать всего 5 работ. С 5 была определенная проблема, просто там ушел свет или еще что-то, и коррекция по свету и цвету была. Но все остальные работы, то есть это те цвета и та природа, которая есть у Абхазии. Никаких изменений не вносилось. В рамках проекта «Горная Абхазия» было пройдено пешком 350 километров троп. И это только начало. Предстоящим летом планируется снарядиться в новую экспедицию. Знающие люди говорят, что список из 12 горных маршрутов закрывать еще рано. Левон Галустян, Астамур Акаба, Абаза ТВ.